Больше 72% трудоспособного населения страны сегодня работает в теневом секторе. Об этом стало известно в ходе исследований, которые в нашей стране провели представители Международной организации труда. Изучив ситуацию с наймом сотрудников, ее специалисты выработали ряд рекомендаций для граждан, в том числе по вопросам, касающимся определения заработной платы, рабочего графика и условий, при которых их могут или не могут уволить. Однако, кроме этого, Международная организация труда выделила еще одну проблему. В стране огромное количество работников, которые не имеют никаких гарантий, так как их трудовые отношения с работодателем ничем не подкреплены. Их не оформляют официально в штат, что давало бы им ряд социальных преимуществ, положенных по закону, не составляют и других каких-либо договоров или контрактов. 40% трудоспособного населения уезжает на заработки за границу, в Россию, в Казахстан, в другие страны. Это означает, что несмотря на низкий объем регулирования, рабочие места не создаются, экономика пробуксовывает. А если создавать и повышать качество применения социально-трудовых стандартов, перспективы кыргызской экономики будут гораздо лучше. На условиях честной конкуренции между собой создавать экономически привлекательные рабочие места, работники не будут уезжать на заработки в другие страны, экономика будет подпитываться не денежными переводами из-за границы, а заработками людей, которые работают здесь, налогами людей, которые оформлены должным образом в трудовых отношениях. Как правило, если работник теневого сектора и связан обязательствами со своим работодателем, то только лишь устными. Чтобы хоть как-то заставить частные организации легализовывать своих сотрудников, несколько лет назад ввели патентную систему труда. Однако и этот механизм, как выяснилось, работнику никаких гарантий не дает. А вот предпринимателю, напротив, создает дополнительные привилегии в сфере налоговых отчислений и социальных выплат. Государством, правительством была введена патентная система, хотя бы даже для неформального сектора, чтобы люди вышли из тени и работали, и были отчисления в соцфонд, и налоги повысились и так далее. Но этого же не случилось. Работая патентная система, она была введена специально на 5 лет. Потом еще на 5, еще на 5. Те работодатели, которые работают в частном малом секторе, им выгодно работать по патентной системе. Они не отчисляют очень маленький процент в социальный фонд, очень маленькое налогообложение, это льготное налогообложение. По патентной системе нет никакого отчисления. Если это предприятие, значит, переросло в УСО или стало больше, чем одна машинка или 10-15, они должны уже идти и работать по Трудовому кодексу. Однако в ответ на такие претензии в свой адрес работодатели выдвинули и свои требования с тем, чтобы в таком случае были установлены равные трудовые и социальные права, как для работника, так и для работодателя. На сегодняшний день рынок создает жесткую конкуренцию, говорят предприниматели, но порой им сложно защитить свои достижения. Сотрудники уходят к оппонентам, унося туда и навыки, и информацию. Социальное партнерство у нас не совсем равно, так как мы отчисляем 0,25% в фонд оздоровления трудящихся, а на эти деньги профсоюзы оздоравливают своих трудящихся, покупают путевки для своих же здравниц. А вот здесь социальное неравенство. Неравенство также в забастовках, то есть работодатели не могут объявлять забастовки, локаут, да, а работники могут объявлять забастовки, то есть вот прописание такое. Ну и также у нас основное требование было, чтобы работник не мог работать у конкурента после увольнения. На сегодняшний день в Кыргызстане реализовано 53 конвенции Международной организации труда. Последний документ был принят в 2008 году. По словам специалистов, чтобы принять необходимые регулирующие сферу труда постановления, нужно, что называется, подгонять законодательство страны под мировые стандарты. Наше законодательство тоже нуждается в совершенствовании некоторых норм. В 2016 году со стороны Министерства труда, социального развития был такой вот заказ, где мы просили о том, чтобы посмотрели наше трудовое законодательство, это получается взгляд со стороны, оно как соответствует вообще международным стандартам. Сегодня присутствуют все наши социальные партнеры, это Федерация профсоюзов, это работодатели, мы готовы как бы дальше прорабатывать. Международная организация труда в числе своих задач ставит не только защиту интересов работников и работодателей, но и непосредственно государства. Очевидно, что среди всех участников такого диалога работник является наиболее слабым звеном и финансово, и социально. По словам специалистов, если рекомендации по регулированию трудовых отношений в различных сферах будут услышаны государством, то, возможно, в ближайшее время таким сотрудникам придется реже отстаивать свои права в судебном порядке. Сабина Дамаскина, Асхат Ибраимов, НТС.